Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Куйгарыш! Как твое настроение? Шумбратада, келькам и ялгат. Шумбраши, Кристина, настроение у меня замечательное, ведь скоро лето. А это значит, что у многих ребят начнутся каникулы. Можно будет забыть об уроках, гулять, веселиться, отдыхать, встречаться с друзьями и многое другое. Колокольчиком веселым в школе прозвенел звонок. Значит, лето будет снова. Значит, кончился урок. Отдыхайте, веселитесь и здоровьем запаситесь. Ну, а осенью опять школа вас всех будет ждать. Ты верно подметил, Куйгарыш. Во всех школах 25 мая прозвенит последний звонок. И у ребят начнутся долгожданные каникулы. Последний звонок – самый веселый и одновременно грустный праздник. Для выпускников он предвещает путевку во взрослую жизнь со множеством сюрпризов, преодолением разных жизненных преград. Итак, ребята, тема нашего сегодняшнего занятия – Мекальдень пайганясь. Последний звонок. Теперь перед выпускниками открыта дверь в новую, неизведанную даль. Кроме того, многим так не хочется расставаться с учителями и одноклассниками, с которыми было проведено столько времени в стенах школы. Ребята, назовем те чувства, которые испытывают ученики на данном мероприятии по-макшански. Куйгарыш, помогай нам! Пичедима – волнение, рис – грусть, кенердима – радость, павас – счастье. Молодцы, ребята! А теперь послушайте стихотворение молодого макшанского поэта Елены Ямашкиной, в котором автор восхищается новой школой и радуется за детей. Тячий тейник шись удалась, кенеркшне тама австак, пинксот школать панджем смалац, тяза эряз тасувак, ватта, кодап тембе классны, арувалца марнак валв, тяса тейник сатыхть вастны, мялихне салси самозвалт. Каз сясь ксятнань паровался, киотю казнетись, тёждя ули тясы марса, йотамс, сода машенькись. Последний звонок – большой общешкольный праздник, а значит, к нему нужно хорошенько подготовиться. Обычно в этот день дети читают стихи, поют песни, выпускники танцуют вальс, директор, гости, родители и учителя произносят торжественные речи и говорят напутственные слова выпускникам. Ребята, назовем с вами вместе слова и выражения на макшанском языке, с помощью которых можно рассказать о торжественном празднике. Кштимс вальс – танцевать вальс, лубом стихотворение – читать стихотворение, морамс мор – петь песню. Тонафтыньки ланганьвал – напутственное слово учителя. Ребята, ну конечно, любая линейка не обходится без последнего звонка. По-макшански пайганя – колокольчик, кайгамс – звенеть. Пайганясь кайги мекальчада кевкиече класс интонов нихнинди. Колокольчик звенит последний раз для учащихся 11 класса. Ну а вам, ребята, он напоминает о том, что наступают каникулы и можно отдохнуть от школьной суеты. Назовем с вами вместе на макшанском языке, чем можно заняться во время летних каникул. Васидим с Ялгамарта. Встретиться с друзьями. Кенеркшнемс. Веселиться. Кочкамс имашт панкт. Собирать грибы да ягоды. Лездам стядянди алянди. Помогать родителям. Ваймасемс. Отдыхать. Эшелямс. Купаться. Яксемс вергя паксява. Гулять по лесу, по полю. Ребята, как же быстро пролетело время. К великому сожалению, наш урок уже подошел к концу. И мы надеемся, что он вам понравился, и вы снова посетите наши уроки макшанского языка. И в завершении нашего занятия я бы хотела поздравить всех выпускников
с последним звонком. Пусть он всегда остается в их памяти. Мекаль день пайга няньшить машта кельгамы ялгат, курок стали истонов не маньшитне, ингалеучие сент кели австодавки. Када керь аськалкс, тякисант, кармай виде и тёждя. С окончанием школы, дорогие друзья, быстро пролетели учебные годы. Впереди вас ждет широкая, неизведанная дорога. Пусть каждый ваш шаг на этом пути будет правильным и легким. Няя мазанг, кельгаму ялгат. Вася Демазенко.